Бюллетени для голосования доставлены во все города и районы Коми. Их общий вес 2,5 тонны. Для их перевозки и вооруженной охраны задействовали сотрудников Главного центра специальной связи. Всего для голосования на выборах президента России в 19 территориальных избирательных комиссий Коми доставлены 448,5 тысяч бюллетеней. Они были привезены в том числе и в отдаленные, в труднодоступные пункты. Где-то по Зимнику и Ледовым переправам, а в наши северные города Воркуту и Инту бюллетени доставляли авиацией и по железной дороге. Вертолет потребовался и чтобы провести досрочное голосование в вахтовых поселках на Крайнем Севере. Оно стартовало в Коми 8 марта и продлится по 14 число. Атмосферное видео о полете в вахтовые поселки подготовил ТИК Воркуты. На улице солнечно, безветренно, минус 41 градус. Вот так Воркутинская участковая комиссия 143 провела голосование избирателей на компрессорных станциях Ярынская и Байдарадская. Здесь на вахте трудятся газовики. И чтобы свои голоса могли отдать жители деревни Воль в Усть-Куломском районе, членам местной участковой комиссии пришлось преодолеть 15 километров сквозь леса и 2 реки на снегоходах. Добрались в Усинском районе и до деревень Васькина и Кушер. Белый снег, ветер за плечами. Белый снег снится мне ночами. А в Веселом Куте, что в Ухтинском районе, членов участковой комиссии встречали с песнями. Радушный прием устроила 77-летняя Ирина Георгиевна Буняк. Сердитий вітер завивав. В Ухтинском районе к досрочному голосованию вообще подошли творчески. В поселке Водный в день досрочного голосования решили заодно отметить и приближающуюся Масленицу. Всего же досрочное голосование проводится на территориях 18 муниципалитетов, за исключением Сыктывкара и Усть-Илимского района. 13 тысяч избирателей уже голосуют на выборах президента России. Досрочное голосование отдельных групп избирателей затронет интересы около 2% избирателей на территории Республики Коми. Это оленеводы, которые находятся вне голосования в большеземельной тундре. Это жители отдаленных населенных пунктов, транспортное сообщение с которыми затруднено. Это вахтовые поселки на территории Республики Коми. И как отмечают в избирательной комиссии Коми, переносные ящики с бюллетенями под круглосуточной охраной и будут оставаться под ней вплоть до подсчета голосов избирателей 17 марта.